Московский таксист Забихулошев Езадас стал на этой неделе героем социальных сетей. И вроде ничего сверхъестественного он не сделал, всего лишь вернул рассеянной хозяйке потерянный кошелек. Но, видимо, так все вокруг привыкли к проявлениям жестокости и эгоизма, что этот абсолютно нормальный для каждого человека поступок наделал много шума. Столько, что история одной пропажи в итоге превратилась в благотворительный флешмоб. Репортаж Марины Глебовой. Яркий и туго набитый, тот самый кошелек, с которого все началось. Алена не заметила, как обронила его в попыхах у магазина. И даже получив неожиданно денежный перевод в размере 10 рублей и какие-то малопонятные смс-ки, не связала их с пропажей, но заподозрила неладное. Я нашел ваши кошелки, телефонный номер и звоните. Я думаю, наверное, это развод. Какой-то странный способ уже изобрели, то есть, в общем, подозрительно. Значит, мне приходит смс на третью карту, то же самое. Я начинаю думать, что, наверное, кто-то просто слил мои карты, номера. Не иначе, как происки мошенников, решила она. Оказалось, не происки и не мошенников. Девушку закидывал мелкими переводами и сообщениями вот этот молодой человек. Таким необычным способом он искал рассеянного владельца. Мне как надо было вернуть эти кошельки. Я открыл кошельки, там не было. Я открыл, чтобы, может, там какой-то контакт или визитка, или какой-то адрес. Там не было никакой контакта. И я решил через банковскую карту небольшую сумму положить на банковскую карту. Забихуло родом из Таджикистана. В Москве уже 8-й год, приехал сразу после окончания школы. Работает таксистом. И вопреки устойчивым стереотипам, тест на честность, похоже, прошел. А почему вы себе не оставили? Никто же не знал, что вы нашли. Нас так не воспитывали, что чужие вещи никогда хорошего не несет. Воспитание у нас не принимает такого, чтобы чужие вещи оставить себя. Ничего не пропало. Он привез все, вплоть до каких-то чеков, которые у меня здесь лежали, подержанные. То есть все карты вообще, все мои пропуска, все какие-то такие волшебные заговоренные деньги, они все тут. Счастливым возвращением кошелька дело не закончилось. Эта история, поведанная Аленой в соцсетях, вызвала настоящий ажиотаж. В интернет-сообществе даже затеяли флешмоб. Бросали парню на телефон мелкие суммы. Набралось около 8 тысяч рублей. Забихуло и их решил отдать на благое дело. Владелица кошелька оказалась учредителем фонда, который помогает так называемым детям-бабочкам. Редкое генетическое заболевание кожи, когда любое прикосновение сродни ожогам и вызывает нестерпимую боль. Для меня логично было предложить ему конкретно нашего отказного мальчика. Он таджик по национальности, и для меня это было некое продолжением истории. История вызвала большой резонанс. Даже посол Таджикистана лично поблагодарил своего соотечественника. Правда, дипломата его поступок не удивил. Много положительных примеров можно привести из жизни таджиков или других народов, проживающих в Москве или в других городах России. Наша проблема общая. Наша проблема в том, что мы мало знаем друг о друге. Впрочем, этот случай не единственный в своем роде. В соцсетях до сих пор вспоминают историю бездомного Сереги, который самостоятельно разыскал хозяйку, потерявшую кошелек с документами и деньгами, и проехал через всю Москву с 3 пересадками, чтобы вернуть его в целости и сохранности. Вот такая она, обычная человеческая порядочность, которая не зависит ни от национальности, ни от социального статуса. Она либо есть, либо отсутствует как факт, по причинам, которые не поддаются статистическому анализу. Марина Глебова, Максим Панкин, Анастасия Дерзаева, ТВ-центр.